Гендерное насилие в нашей стране в последнее время набирает большие обороты и становится болезненной темой для обсуждения в общественности. В немалых случаях это происходит тогда, когда собственные родители оставляют своих детей, уезжая на заработки своим же родственникам, и как раз-таки с их стороны происходит насилие. По последним официальным данным Министерства труда, в странах зарубежья работают около 1 миллиона и 118 тысяч человек наших сограждан. В России работают и трудятся около 1 миллиона человек, чтобы обеспечить свои семьи. В Казахстане около 30 тысяч. Не только физическое, но и морально-психологическое давление в сторону ребенка, которому приходится и так нелегко, впоследствии чего может вырасти нездоровая личность, а в некоторых случаях даже это приводит к летальному исходу всех событий. В государстве есть и бывали случаи домашнего насилия. Мало из них были раскрыты. Давайте к этому приведем несколько примеров. 5 сентября 2022 года в Кадамжайском районе Баткенской области была изнасилована и убита школьница. Тело 8-классницы обнаружили соседи. Дядя девочки подтвердил, что ее родители улетели в Россию 20 дней назад до происшествия. Все вышесказанное связано с уходом родителей. Другими словами, это миграция, которая, к великому сожалению, развивалась и развивается в нашей стране по сей день. Выше приведенные примеры – только малая часть того, что происходит в нашей республике. Есть немало случаев, когда жертвы боятся высказать о совершенном преступлении и молчат. 20 октября этого года в парламенте Джордж-Кенеша поднимали этот вопрос. Предлагали ввести и узаконить смертную казнь. Однако, опираясь на систему нашего суда, это предложение отклонили. Так, как мы можем решить эту проблему? Ответ лежит в самом начале. Почему родители уезжают на заработки в зарубеж? Потому что этому способствует подорожание прожиточной нормы. Следовательно, многие граждане вынуждены покинуть временно родину для обеспечения своей семьи. Мы можем предложить в качестве решения построить новые заводы и фабрики для внутреннего производства, тем самым сократив безработицу